Пандемия 2020. Мигрантов в России стало вдвое меньше. Исфара. На строительство флагштока потратят 2 миллиона сомани. Узбекский певец покинул шоу-бизнес из-за ислама. Та бригада, которая вот сейчас, сколько она человек? 6 человек. 6 человек. И ни одного из ближнего зарубежья? Нет. Ни одного. Нет, граждан. В 2020 году из-за пандемии коронавируса количество мигрантов в России снизилось почти в 2 раза, сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на Министерство внутренних дел. Сейчас в стране осталось 6,3 миллиона мигрантов. Обычно их от 9 до 11 миллионов человек. Патент на трудовую деятельность по состоянию на 1 ноября был у 1,3 миллиона иностранцев, а год назад у 1,7 миллиона. Из-за пандемии коронавируса власти ограничили въезд в страну, а многие стройки в России оказались приостановлены. В правительстве полагают, что вследствие происходящих изменений рынок труда уже лишился до 1,5 миллиона работников, в первую очередь мигрантов из ближнего зарубежья. В связи с чем накануне Российское министерство строительства внесло в правительство предложение по организации упрощенного въезда трудовых мигрантов для работы на стройках. На стройках, по данным Минстроя, не хватает около 190 тысяч человек. Ранее МВД России сообщало, что число работающих в России трудовых мигрантов сократилось практически на четверть по сравнению с сентябрем прошлого года и составило около 1,8 миллиона человек. По оценкам Центра стратегических разработок, отток мигрантов из России из-за пандемии коронавируса привел к дефициту рабочей силы в 40% компаний. В ближайшее время 15% компаний могут столкнуться с необходимостью оперативного подбора нового персонала, поскольку спрос на сотрудников вырос. Мэр Москвы Сергей Собянин оценил уровень оттока мигрантов из российской столицы в 2020 году в 40%. Конечно, есть проблема, связанная с тем, что в Москве намного стало меньше мигрантов, процентов на 40 по отдельным оценкам. Конечно, влияет на рынок труда. Эксперты считают, что мировая пандемия лишает Россию главного ее козыря в отношениях с Центральной Азией – трудовой миграции, ведь российский рынок труда теряет свою актуальность среди трудовых мигрантов из данного региона. На севере Таджикистана на строительство флагштока с фонтаном местные власти потратят из бюджета 2 миллиона 230 тысяч сомани, около 200 тысяч долларов США. Об этом пишет Азия Плюс. Капсулу под строительство 50-метрового флагштока в Исфаре заложил председатель Сагдийской области Раджаббой Ахмадзада во время рабочего визита в город. Будущая площадь раскинется на 0,65 гектара. Проектная стоимость строительства объекта – 2 миллиона 230 тысяч сомани. Согласно проекту, территория площади будет облицована плиткой. С двух сторон будут фонтаны. Высота флагштока составит 50 метров, а размер флага – 14 на 7 метров. Это 30-й по счету флагшток. Они есть уже почти во всех городах республики и даже в отдельных селениях. Только в этом были открыты 10 флагштоков разной высоты – от 25 до 60 метров, а высота самого высокого флагштока в Душанбе составляет 165 метров, строительство которого завершилось в 2011 году, и на строительство которого было потрачено из бюджета около 35 миллионов долларов. 10 декабря 42-летний известный певец из Узбекистана Джахонгир Атаджанов объявил на своей странице в Инстаграм, что прекращает свою певческую карьеру из-за того, что это противоречит исламу. Об этом пишет радио Азадлик. Известный певец Атаджанов в своем видеообращении рассказал о своем непростом решении, что в последние 2 года тот путь, которого он придерживался, сильно мучил его, поскольку его профессия противоречила исламским ценностям. Также он заявил, что отныне он перестанет быть певцом и прекращает петь, и призвал своих слушателей удалять все его песни из своих гаджетов и компьютеров. Сидя в своем автомобиле с видом на медресе Кукельдаш в Ташкенте, певец заявил следующее. Бисмилляхи рахмани рахим. Ассаламу алейкум, дорогие друзья. Наконец, иншаллах, по воле Аллаха, я думаю, что в эти минуты нашел ответы на вопросы, которые мучили меня на протяжении 2 лет.
Я покидаю шоу-бизнес, свою профессию, которую любил, которая возвела меня на такой уровень. С помощью этой профессии я завоевал уважение у своего народа и теперь решил отказаться от нее ради Аллаха из-за того, что она не соответствует нашему шариату. Я благодарю моих поклонников за то, что они многие годы слушали мои песни, аплодировали мне. Спасибо за ваше внимание и уважение. Да будет доволен Аллах всеми вами. Также я желаю крепкого здоровья нашим друзьям и соотечественникам, которые были недовольны мной и моей сценической работой. Прошу их простить меня. Да будет доволен Аллах всеми вами. Будьте здоровы. Прошу больше не обращаться ко мне по поводу моей музыкальной профессии. Io MP3 boladon ulan uchurup tashashilani so'rab qo'ygan bo'lardim.